У одного мужа жена попала в больницу. Живот заболел внезапно. Дальше все как-то очень быстро было. Приехала скорая, осмотрели, увезли. Муж поехал следом до больницы. Потолкался там, узнал, что жену увезли на операцию. Ему велели ехать домой, а потом позвонить. Он вернулся в квартиру. Там тихо, вещи разбросанные лежат, чашка с остывшим чаем. Главное, он все последнее время ссорился с женой. Денег не хватало, а она транжирила деньги, покупала слишком много продуктов. Вчера купила клубники коробочку, маленькую, за большие деньги. Пригоршня искусственных ягод за сумасшедшие деньги. Ну какая клубника зимой, скажите на милость? Они же не миллиардеры. Еще крем купила. Вот баночка стоит у зеркала. Тоже дорогой. Он ворчал. На плите суп. Он сколько раз говорил, что не надо варить столько. Кто это будет есть? Они же вдвоем живут. До сегодняшнего дня жили вдвоем. Да. Он сел за компьютер. Он не хотел думать ни о чем. Но тут же открылась реклама курорта. Она хотела на курорт, на море. Это очень дорогое удовольствие. Он так и сказал. Бездумная расточительность, когда надо платить ипотеку и расширять жилплощадь, двушку поменять на трешку, и яму надо под фундамент копать, строить дом, машину менять. И не только это. Она слишком надолго занимала ванную. Он сердился. А сейчас ванная свободна. И в кровати можно хоть поперек лечь. Никто не помешает. И одеяло стаскивать не будет. И можно курить в квартире. Никто не закричит: «Ты с ума сошел? Прекрати!» Можно пиво пить, сколько влезет, и смотреть футбол. А на диване лежит ее халатик с вышитым медвежонком, скомканный в торопях. Она переоделась через силу. Он халатик расправил, сложил и заплакал, как 3-летний малыш. Потому что одному ничего не надо. Одному плохо. Невыносимо одному в доме, где жили вместе вдвоем. Зачем он ругался? Зачем экономил на мелочах? Впился в эту клубнику, как тарантул какой-то. Может, это последняя радость была у человека. Вот так он плакал один, вытирая слезы халатиком. От халата пахло женой. А потом позвонил и узнал, что все хорошо прошло, нормально, хорошо, и побежал к машине, как сумасшедший. За клубникой поехал и купил 5 килограммов сразу. Много прозрачных коробочек с дорогими и не очень-то вкусными ягодками. Но у них все равно был немножечко клубничный вкус, привкус. Вся палата ела клубнику, и все хвалили. Жене пока было нельзя. Он раздал ягоды и сидел у кровати жены. Счастливый, счастливый, как все, кто смог удержать то, что почти потерял.